Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня с вами, как всегда, я, Стартес Антия, и мы будем делать расклад на тему его намерения и планы на вас сегодня. Перед вами, как обычно, 3 варианта. Выбирайте свой. Все новинки, как обычно, пожалуйста, обратите внимание под видео, в описании к видео. И прогнозы по знакам зодиака тоже здесь. Итак, в этом раскладе мы посмотрим, что он планирует, что он намеревается сделать. Но смотрите, я тоже часто такой расклад делаю для себя, и у меня он работает, знаете как? Да, мы сейчас смотрим намерения, да, мы сейчас смотрим планы, но иногда так бывает, что вот на сегодняшний момент, да, конечно, он планирует и намеревается что-то сделать, что-то предпринять, что-то вам предложить. Но иногда ситуация быстро меняется, жизнь вносит свои коррективы. Почему? Потому что мы всегда сами в первую очередь, даже от вас, дамы, и от вашего загаданного мужчины тоже зависит многое. Потому что карты и наши гадания — это не истина в первой инстанции. Всегда все зависит от человека. Как он решит, как он сегодня подумает, так и случается. Вот сейчас, на данный момент, мы будем смотреть его намерения и планы. А как это все проиграется, уже увидим далее. Ну, по факту, да. Итак, выбирайте свой вариант и переходим к первому. Итак, первый вариант, смотрим вас и его намерения и планы на вас сегодня. Итак, намерения. В намерениях мужчина хочет, конечно же, продолжать общение, продолжать с вами отношения, какого бы формата они ни были. Будет показывать вам свою силу, свой характер, будет декларировать себя как сильного волевого мужчину, хозяина положения, действовать будет, по крайней мере, вот у него нет такой четкой продуманной стратегии, тут больше он такой интуит, и на инстинктах все это у него будет происходить. Вот он будет чувствовать где-то даже эмпативно, что и как, когда ему нужно сделать, сказать, показать, подарить, там, я не знаю, сказать комплимент, куда-то пригласить. Также будет вам показывать, конечно же, свою заинтересованность, будет вам декларировать и транслировать вам свое к вам расположение, будет всячески вас соблазнять, грубо говоря, в кавычках, чтобы вы заинтересовались, чтобы вы, знаете, вот прям как-то более углубились, что ли, в общение с ним, в отношения с ним. Будет с вами постоянно на связи, мессенджеры, соцсети, созваниваться будете. В общем, такое тесное прям общение, множественное мелкое общение. Может быть, в течение дня, это, знаете, как пришлет вам какой-нибудь, не знаю, картинку, демотиватор или там какое-то видео смешное. В общем, такое множественное мелкое общение тоже может быть с его стороны. Какие-то мелкие сообщения, смс-ки, там «доброе утро», «хорошей ночи» и так далее и тому подобное. Но смотря какого формата отношений. Даже если отношения давнишние, то тут мужчина все равно будет более ярко, что ли, более активно показывать свою у вас заинтересованность. К вам будет открыт и будет заинтересован в общении легком, ни к чему не обязан. Я имею в виду, что не то чтобы прям без обязательств, я имею в виду, что вот такое прям воздушным каким-то легким общением, не отяжеленным какими-то, я не знаю, бытовыми сложностями, проблемами. Вот, такое легкое, воздушное, интересное, веселое общение. Также, знаете, такое ощущение, мужчина, конечно, любит себя и свою внешность. И вот тут он может еще и своей внешностью, через свою привлекательность внешнюю тоже
пытаться вас приманить, заинтересовать. И, скорее всего, еще и спортсмен может ходить и в зал, прям так вот активно заниматься своим рельефом, да, своими мышцами и своей внешней красотой. И еще, смотрите, тут по рыбам мужчина может заинтересовать вас и материально, дарить какие-то подарки, приглашать вас в какие-то такие рестораны, галереи, какие-нибудь выставки. Ну, такое, в общем, поведение тоже через материальные какие-то блага, подарки, бонусы он тоже будет пытаться вас заинтересовать. И такое тоже может быть, чтобы вот прям погрузиться. Вот он хочет прям активного общения с вами, множественного активного общения, там каждый день сходить куда-то, что-то посмотреть, увидеться, поужинать. Даже если вместе живете, то тут все равно мужчина будет как-то пытаться вас заинтересовать, привлечь, вот, чтобы находиться в постоянном общении, и чтобы ваши отношения были в таком вот в динамике, знаете, вот в интересном, легком флирте, чтобы вот постоянно были какие-то переписки. Ну, в общем, о чем я и говорила, в какого бы формата отношений они были. Планы. А вот здесь смотрите, как вот тут интересно у нас выпадает. У нас выпала ваша карта бланка и карта бланка другой женщины. Вот если отношения, к примеру, только зарождаются, вы недавно познакомились, то здесь у него в планах начать какой-то некий новый виток в жизни. А начать он хочет через, скорее всего, вот некая дама, она как преграда сейчас у него на пути. И прям преграда такая тяжеловесная, которую не сдвинуть, не убрать, не разрушить. В общем, ее надо как-то хитро, мудро обойти. Что он и намерен сделать. Причем к той женщине, я не знаю, кто это, третье лицо в отношениях. Может быть, это мама или там какая-то подруга, коллега, которая, в общем-то, выступает здесь преградой. Но, судя по всему, все-таки это та женщина, которая сильно его держит, сильно его якорит на себе. Может быть, это, знаете, сверхлюбящая мать, наседка, которая не дает и шагу сыну, ребенку своему шагнуть без своего ведома. Вот здесь он хочет, скорее всего, вот обойти эту преграду. Почему? Потому что с вами хочет более стабильных, более активных отношений и общения с вами. Хочет предложить вам по кольцу, да, или какой-то подарок вам преподнесет, либо что-то предложит. Если, как я и говорила, отношения только зарождаются, да, вот по ребенку, только начинаются, то здесь, конечно, он хочет с вами более динамичного общения, он этого хочет, но есть вот эта самая преграда, которая не дает ему двигаться. И прям преграда такая, как ермом у него висит на шее и мешает ему свою жизнь развивать, свою жизнь двигать. Вот такой примерно у нас вышел вариант номер 1. Дорогие, я вам желаю всего самого хорошего, конечно, гармоничного, любящего, страстного, такого горячего общения, горячих, интересных, легких отношений. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы, берегите себя и своих близких, конечно. И я с вами прощаюсь, перехожу к варианту номер 2. Итак, дорогие, смотрим второй вариант, его намерения и планы на вас. Намерение. Человек, вы знаете, сейчас такое ощущение, что у вас складываются отношения нелегко, непросто. Но человек вас ставит для себя как человека, для него важного и нужного. То есть вы для него важны. Но в намерениях, во-первых, показать вам, конечно же, что вы важны, а во-вторых, человек пока еще сам не понимает, чего он хочет и какие намерения, простроить как-то свои желания и стремления. Почему? Есть одно осознание, понимание, что вы ему важны и нужны,
И где-то даже я бы сказала, что по судьбе вот вы его человек, он так, по крайней мере, сейчас это видит. Но что дальше? Пока здесь на тучи и звезды, пока он не понимает. Возможно, в его жизни есть какие-то обстоятельства, которые мешают, независящие от него обстоятельства, которые ему мешают как-то понять и расставить все точки над «и». А может быть, просто человек не может до вас достучаться. Вот либо такая трактовочка может быть, либо вот на ваш рассуд. Не может до вас достучаться и просто не может вас понять. Он вроде как и пытается, но эти все попытки, знаете, они какие-то несерьезные, вот какие-то не яркие, что ли. Он как-то себя очень слабо проявляет в том, чтобы вас понять и до вас достучаться. И поэтому и намерения в отношении вас он простроить не может, но понимает, что вы ему нужны. Единственное, что он намеревается, это, судя по всему, все-таки с вами общаться. Общаться легко, общаться комфортно, общаться свободно. Может попытается, вот по карте Дом, попытается как-то, знаете, ваш круг, да, то те стены, которые вы перед ним выстроили, он как-то попытается за них пройти, как-то, знаете, вот где-то даже просочиться, чтобы вас понять, чтобы вас раскусить, но не более. Тут какие-то вот несерьезные его намерения. Ну, как вот сейчас не то чтобы несерьезный, просто человек находится в таком подвешенном состоянии, знаете, вот когда нет понимания, что делать, и нет понимания, что перед тобой за человек, или что у человека в голове сейчас происходит, да, что от него ждать. И вот мужчина находится в таком подвешенном состоянии и не знает, то ли ему к умным, то ли ему красивым. Вот как-то так. Но и, судя по всему, есть, опять же, как я уже сказала, обстоятельства, которые ему даже не дают это понять. Но он надеется, что все-таки ситуация разрешится. И смотрите, тут еще как может быть. Вот человек вас ставит, да, как человека ему по судьбе, как важного и нужного для него человека. Но тут знаете, что еще такое тоненькая ниточка может идти в ваших отношениях. Если есть какие-то преграды, есть какие-то барьеры, но такие какие-то энергетические и эзотерические, вот они сейчас могут перед ним как раз таки маячить и просто не давать ему вас рассмотреть. Вот эти барьеры, которые перед ним и перед вами, да, вот эта стена, которая вас разделяет, она может брать начало, корни свои брать где-то вот в моментах эзотерических. Ну вот, грубо говоря, да, в магических. Вы, я думаю, сами понимаете, о чем я говорю. Вот если есть такое в ваших отношениях, либо есть подозрение, то карты нам на это намекают. Дальше его планы на вас. Планы тут чудесные, я бы сказала. Хочет быть к вам ближе. Хочет, вот прям идет к вам со своей любовью, со своим сердцем. И прям вот-вот должен быть на пороге. Но дальше вот карты у нас выпали некрасивые. Карта мыши и карта лабиринта. Сад тут в виде лабиринта. Вот тут даже если он к вам придет с открытым сердцем, скажет: люблю, не могу, трамвай куплю. Но дальше есть какие-то у него моменты в жизни, вот некий такой камень за пазухой, который он скрывает, и он не может пока из той ситуации, в которой он находится, выбраться, найти выход. Да? Вот он ищет, ходит, бродит, но пока что никак. Вот эти мышки, они не дают ему пока полной свободы в действиях, и не дают ему распоряжаться своей жизнью, планировать свою жизнь в полной мере. Потому что, опять же, да, вот эти обстоятельства, которые мы увидели здесь, они могут и отпечатываться и на его планах. Поэтому все у него туманно, все у него подвешено, и он не знает, куда дальше идти. Но, опять же, есть понимание и осознание абсолютно, что вы ему нужны, важны, и что он влюблен и хочет быть с вами. То есть его сердце, судя по всему, оно принадлежит все-таки вам. И он это понимает и осознает.
То есть и выпала и ваша карта бланка, и карта крест, и карта сердца у нас. То есть чувства у человека к вам есть, влюбленность есть, любовь есть, расположение свое благостное он к вам испытывает и даже, может быть, и транслирует. Но опять же, вот эти тучи, звезды, обстоятельства, они все это скрывают, и, возможно, вы просто вот из-за вот этих вот туч вы и не можете его увидеть, разглядеть. Вот четко, ясно и понятно, и понять его позицию, что он хочет с вами, что он хочет от вас, и как вообще он видит ваши отношения в дальнейшем. Вот такой у нас вышел вариант номер 2, дорогие. Я вам желаю всего самого хорошего. Самое главное, конечно, здоровья. Будьте счастливы, будьте любимым. Берегите, любите, балуйте, радуйте себя. И, конечно, берегите своих близких. Благодарю всех, что были со мной, что смотрите мой канал. Надеюсь, что вам занятно и интересно. И я с вами прощаюсь. Как обычно, пожалуйста, если нравится канал, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Троечки, смотрим вас, его намерения и планы на вас. А вот тут интересненький такой вариант может быть. И трактовочки могут быть разные. Начнем с трактовки для тех, кто в отношениях. Тут, скорее всего, будет треугольник. Смотрите, где одна дама и двое мужчин. Смотрите, намерение. Карта бланка некого другого мужчины. Карта звезды, солнце, якорь, гора и карта бланка мужчины, на которого мы смотрим. И вот здесь такое ощущение складывается, судя по картам, что мужчина, которого мы смотрим, решил просто вас отбить, увести из отношений, в которых вы сейчас находитесь. Хочет всеми силами и в намерениях, и в планах показать, что он лучше, да, что вам нужен он. Вот, что с вами, с ним, точнее, прошу прощения, вы сможете начать свою жизнь с чистого, с нового листа. Жизнь будет стабильная, жизнь будет заякоренная, жизнь будет такой вот уверенной, когда вы имеете такую уже хорошую почву под ногами, когда есть ресурсы, когда есть уверенность, стабильность и так далее и тому подобное. Вот в намерениях у него вам это показать, что вот с ним, с другим мужчиной вы такого не получите. Вот он вам даст в жизни все. Вот эту уверенность, стабильность, опору и поддержку в его лице вы получите однозначно. И в планах он это хочет вам показать, то есть поставить вас перед выбором, рискнуть всем, показать вам, поставить вас перед выбором, чтобы вы выбрали. Он покажет вам, что он надежный, что ему можно доверять, что он друг, соратник и подсказчик, что он, конечно же, человек, на которого можно будет опереться и положиться, что он человек такой яркий, он человек и еще и при положении, скорее всего, либо какая-то у него такая социальная ступень довольно-таки богатая. И он человек рисковый, он человек, который умеет и может рисковать. И он намерен и планирует вам это показать всего себя с хорошей стороны и поставить вас перед выбором. То есть он не сделает так, что там хитро поступать он не будет. Он чисто в открытую вам покажет, поставить вам перед выбором вас, то есть на чашу весов положит вот это и вот это. То есть с ним у тебя будет такая жизнь, со мной у тебя будет такая жизнь. Выбирай, дорогая. Далее, трактовочка для всех тех, кто, в принципе, недавно познакомился
И отношения вот только-только зарождаются. Человек тут просто будет вам всячески показывать свое расположение, намерен показывать будет себя с разных сторон. И в том, что он такой стабильный мужчина, уверенный в себе, уже стоящий уверенно на ногах, что он такой вот для вас опора и поддержка с одной стороны, а с другой стороны, конечно, ловелас и любовник такой достаточно горячий, что с вами ему будет, вам с ним будет интересно, вам с ним будет весело, так вот задорно. И в то же время, вот знаете, я и умный, и красивый. Вот так он будет ставить и декларировать себя перед вами. И в планах, конечно же, у него это, во-первых, конечно, это подарки, какие-то сюрпризы, трансляция, декларация того, что вы его женщина, что вы ему нужны, что вот вы вот по судьбе, вот как говорится, гадалка нагадала, все, ты моя, и никуда ты не пойдешь, никуда ты не денешься. Но держать силой, конечно же, он не планирует, не намерен. Он просто вам покажет и сделает все, чтобы вы сами сделали выбор в его пользу. Даст вам вот это вот многовариантность событий, многовариантность выбора, но в то же время выбор будет один, и это он. То есть вот он вот такой хитрец, но в то же время и человек преследует, конечно, свои цели и свои стремления. Вот такой вот у нас вышел вариант номер 3, достаточно интересный. И мужчина тут и в том, и в другом варианте, да, и в той, и в другой трактовке, он все равно нацелен быть с вами, хочет быть с вами, хочет стабильных, таких вот заякоренных уже отношений, отношений, которые будут уже расти и давать свои плоды. Но опять же, насильно мил не будешь, он будет давать вам выбор всегда. Будет давать выбор всегда, и в то же время выбор, как говорится, один. Это он. Вот такой у нас вышел от троечки для вас вариант. Я желаю вам всего самого хорошего. Самое главное — здоровья, любви, благополучия, удачи, благосостояния. Пусть ваша жизнь будет чудесной, гармоничной, горячей, такой страстной, жирненькой и прекрасной. Это была Астарта Сантье. Я с вами прощаюсь. Благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что мой канал вам интересен, занимателен, что он вам помогает, поддерживает, подсказывает, одухотворяет, не знаю, на какие-то действия и события. В общем, всех благодарю и всем пока-пока.